Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В этом году в Якутии запланирован большой объем дорожных работ, которые реализуются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Якутске в прошлом году в рамках предоставленных федеральных средств разработана проектная документация по внедрению интеллектуальной транспортной системы. А в этом году будет реконструировано 44 дорожных объекта. Также запланирован ремонт проспекта Ленина. Об этом и не только спросим у нашего гостя. В студии это Алексей Варламов, руководитель муниципального казенного учреждения «Главстрой». Алексей Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Ну, наверное, давайте начнем беседу с цифр. Какой объем работ запланирован в этом году? Сколько километров будет заасфальтировано? Ну, в этом году у нас запланирован масштабная ремонтная программа по улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году мы намерены работать на порядка 44 улицах. Ну, 36 из них мы в этом году, согласно индикаторов, целевых индикаторов, мы должны непосредственно выполнить и закончить работы. Ну и планируем также, приступить к переходящим объектам на 2022 год, порядка 8. Ну, если получится, может быть, все зависит от сроков разработки, своевременности выдачи экспертизы, 10 объектов с переходом на 2022 год. 36 объектов, которые мы непосредственно должны завершить работы, дают нам порядка 49 километров. На этот объем работ в этом году настроены мы с большим оптимизмом. Но если говорить о тех, кто это будет делать, то сколько подрядных организаций будет задействовано на строительно-монтажных работах в этом году, сколько примерно людей, какое количество техники? На сегодняшний день у нас, в принципе, закончена процедура проведения и выбора подрядчиков по федеральному закону, по федеральному 44-му закону по отбору подрядных. Всего на сегодняшний день у нас определилось 8 подрядных организаций, которые между собой, конечно, разделили вот эти километры. Подрядные организации, в общем-то, наши все местные, организации, которые принимали участие и в прошлом году. Есть новые организации, те, которые у нас уже прошли тот же опыт на прошлых годах. В этом году они уже вооружились более серьезно, конечно, они модернизировали свой автопарк, они, сегодня приобрели асфальтобетонные заводы. В общем, полностью подрядные организации тоже идут ногу со временем, с растущим объемом и вооружаются для того, чтобы своевременно выполнять те задачи, за которые они берутся. По технике также мы сегодня с вами везде наблюдаем, там уже мы работаем порядка на 10 объектах, мы уже вышли на работу, и везде там мы видим современную новую технику, в общем-то, с которой мы сегодня работаем. Но одним из, наверное, главных вопросов всегда остается вопрос качества, потому что нередко вопрос этот висит в воздухе, и бывает такое, что люди возмущены. Как проходит контроль качества при приемке отремонтированных или только что сделанных дорог? Действительно, вопрос качества стоит во угла на сегодняшний день, потому что это и является сегодня, в общем-то, показателем того, что реализуется национальный проект, и он будет существовать, и для людей, люди будут пользоваться хорошими дорогами. Мы на сегодняшний день изначально, когда начинали работу по реализации проекта, с этими вопросами сталкивались, кто действительно будет и как контролировать. И с каждым годом мы также наращиваем сегодня контроль качества, как и своими силами службы, мы являемся как заказчиками. У нас более 10 инженеров строительного контроля, естественно, с дорожным профилем образования, со своими контрольно-измерительными приборами. Мы также пользуемся сегодня услугами нашего института, производственно-научного исследовательского института, называемый ЕПНИС. Они, в свою очередь, также уже предыдущих 2 года и в этом году плотно сотрудничают с автодорожной кафедрой СФФУ. Мы
постарались привлечь также качество за контролем такую научно-исследовательскую организацию, как Росдорнии. Она является сегодня также участником национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Приезжают к нам также специалисты Росдорнии с филиала Хабаровского, расположенного там, значит, тоже в прошлом году. Они оснащены своими лабораториями, мобильными лабораториями, которые выезжают на наши участки и ежегодно проводят там же контрольный, лабораторный контроль. Ну, вот продолжая тему контроля, как обстоит ситуация по гарантийным обязательствам прошлогодних объектов? Много ли претензий, скажем так, было высказано в адрес недобросовестных исполнителей? И будет ли это все исправлено в этом году? Много, да, действительно, на самом деле, с начала реализации 2019 года, потому что в 2019 году работы начаты поздно, завершались также, естественно, уже под конец строительного сезона. Это создало, соответственно, соответствующие, конечно, замечания по качеству. Не только мы, его как специалисты, видели, но и, конечно, жители города. В прошлом году, к сожалению, год был тоже не менее сложный ввиду известных событий наших вот, коронавирусных историй, где также наша подрядная организация просто не успели, не смогли завести необходимое количество людей, расчет на которых был, чтобы устранили те замечания, которые были выявлены. Также испытывали большие сложности по устранению и 2019 года, и 2020 года, завершения также работ. Конечно, это не могло отразиться вот на качестве состояния дорог. И мы в течение весеннего времени, в период еще, когда был снег, после схода снежного покрова со специалистами, ну, главстроя, со специалистами, нашими курирующими, опять же, по национальному проекту «Безопасность качества дорог» Упордор, Вилюй и Лена, это наши кураторы основные. Мы выезжали с ними вместе на все дороги, порядка 45 объектов, которые мы построили за 19-20 годы. И действительно большое количество замечаний выявили, которые необходимо выполнять в рамках гарантийных обязательств. Ну, также сегодня наверняка все уже видят, что работы также ведутся на этих объектах. Более половины тех замечаний мы уже на сегодняшний день устранены. Сроки мы обозначили по именно устранению этих замечаний до 15 июня, основные замечания. И есть некоторые замечания, связанные там с просадками грунтов и так далее. Мы все-таки дали срок до 1 июля, потому что нужно подождать, когда пройдет все-таки основная оттайка, стабилизируются более грунты. И чтобы не возвращаться заново, наши подрядчики, конечно, пройдут и обязательно завершат все свои гарантийные обязательства в этом году. Очень хочется в это верить, честно. И нам тоже стараемся. Давайте поговорим о новых технологиях. В частности, например, какие новые технологии применяются сейчас при укладке асфальтобетонной смеси на территории нашего города? Ну, конечно, вот у нас традиционно всегда использовались технологии, значит, по дорожному строительству. В 2019 году мы также применяли традиционные методы строительства. В 2020 году действительно, значит, мы решили все-таки идти тоже ногу со временем и использовать сегодня предлагаемые на рынке методы и способы асфальтирования. Мы в прошлом году поэтому начали применять так называемый метод холодного ресайклера. Это регенерация грунта, перемешку с цементом, которая стабилизирует слой, значит, основной слой, и сверх которого спокойно укладывается уже однослойный, либо двуслойный, в зависимости от нагрузки, асфальтобетонная смесь. Но что позволило, конечно, одними из сложностей применения повсеместно такого способа, это, конечно, является вот в городской агломерации. На сегодняшний день это сложности с наличием инженерных коммуникациях, находящихся в земле непосредственно. Если на межгородских дорогах, на дорогах регионального значения, где коммуникации нет, это действительно очень хорошо, удобно и быстро, то мы не можем позволить себе пойти по всем дорогам, потому что
эти коммуникации мы можем повредить и так далее, значит, ну, либо, опять же, их надо выносить. Но мы, значит, по данной технологии мы активно начали. В прошлом году мы попробовали всю эту технологию на пригородах нашей агломерации, во всех пригородах, начиная с Табаги, заканчивая Кангаласами, мы применили именно такую технологию. Более 20 километров мы такой технологией провели. Все эти дороги именно в этом исполнении мы выполнили. Ну и потихоньку мы начинаем заходить с ними тоже также на город, на сам город, пока у нас они, допустим, где-то на периферии находятся. Там, опять же, исходя из того, что какие и сколько наличия этих коммуникаций под землей есть. Ну и в завершении беседы, наверное, давайте поговорим о самом ярком, главном, ожидаемом, может быть, событии города Якутска. Это реконструкция проспекта Ленина. Очень много разговоров ходит, и как автобусы будут ходить, и как дорогу перекрывать будут, где и когда. Удобно это, неудобно. Расскажите, какие работы будут проведены в этом году? Ну, вообще сам комплекс работ капитального ремонта проспекта Ленина, он рассчитан на 3 года, начиная с этого года, заканчивая в 2023 году. Разбивается на этапы, так называемые. Первый этап, это у нас этап порядка 1,8 километров. Это, значит, завершающий, так будем говорить, приуроченный в большей степени к столетию ЕССР в следующем году, к сентябрю месяца. Рассчитываем участок от Лорпа до улицы Красноярова, значит, завершить. В этом году, что непосредственно касается, при выходе, сейчас у нас проектно-сметная документация заканчивает прохождение экспертизы, рассчитываем, что в июне месяце, значит, положительное заключение выйдет, и мы перейдем в стадию процедур торгов на выявление подрядной организации, и рассчитываем в этом году также начинать производить земляные работы, вынос коммуникаций на определенных участках, конечно, не на всем протяжении, но рассчитываем также от Красноярова до Октябрьской вести основные работы с перекладкой, еще раз повторюсь, значит, все-таки этих всех коммуникаций, как и канализации, водоснабжения, электроснабжения, линий связи, и, значит, проводить полный комплекс земляных работ. Перекрытие самой улицы также планируется, конечно, частичное, ну и в то же время не с полным перекрытием, работы по полосам и так далее. Все, чтобы все-таки было, у нас это центральная артерия, так или иначе по ней необходимо ездить будет. Конечно, автобусное сообщение будет перенаправлено на параллельные улицы. Ну и вот в этом году до поздних морозов мы будем выполнять работу там. Ну и огромная просьба, конечно, ко всем жителям проявить бдительность, внимание и, конечно, безусловно, терпение, все равно делать на благо горожан. Алексей Михайлович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго, ну и хороших дорог. И вам спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Гостем нашей студии был Алексей Варламов, руководитель муниципального казенного учреждения «Главстрой». Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.